Если у вас нет электричества или стоимость использования электроэнергии высока, то выход из этой проблемы увеличивается день ото дня. Экологическая неправительственная организация в Таджикистане подарила солнечные или солнечные котлы 46 домам в двух отдаленных деревнях Рушонского района Горно-Бадахшанской автономной области. Эксперты говорят, что жители могут использовать эти котлы для приготовления и кипячения воды, что позволяет сэкономить электроэнергию, дрова и уголь, а также сэкономить бюджет. Физики говорят, что Таджикистан не использует солнечную энергию должным образом, хотя климат страны позволяет ему получать солнечную энергию в среднем 270 дней в году. Наталья Идрисова, возглавляющая Малую Землю, сообщила РФВ РЛ 11 августа. Каждый комплект, который мы предоставляем, состоит из 3 устройств – солнечного котла, сковороды и автоматического фонаря на солнечной энергии. С помощью активистов были идентифицированы 46 малообеспеченных семей из 2 отдаленных сел Рушана, Барчидов и Рашор. И мы передали оборудование. Идрисова говорит, что такие устройства необходимы и жителям, имеющим доступ к электричеству, поскольку цены на электроэнергию высоки, особенно в Бадахшане. По его словам, Памир Энерджи продает 1 киловатт-час электроэнергии за 30 дирхамов. Черога Евталиева, жительница села Несури-Рушан, печет хлеб на этих солнечных котлах и говорит, что нет необходимости разжигать огонь. Он и его семья используют эти деньги, чтобы сэкономить деньги и время, потраченное на дрова. Солнечные котлы стоили 1000 сомани, или около $100, и были поставлены из Китая. Фитрат Халмуродов, кандидат физико-математических наук, рассказал ФВ РЛ, что несколько лет назад ученые института построили солнечный котел, который может даже готовить пищу. Этот таджикский исследователь говорит, что конструкция этого устройства готова и изобретение запатентовано, но нет ни одной компании или предпринимателя, которые бы начали его производство. Вы использовали подобные устройства? Напишите свое мнение и отправьте эту статью своим друзьям.